Всем привет! С вами интернет-магазин Файна, город Львов. И сегодня я расскажу вам про бензиновый мотоблок Husqvarna. Мотоблок оснащен двигателем мощностью 5 лошадиных сил. Передача от двигателя к редуктору ременная, передача на редукторе цепная. На мотоблоке можно снять колеса, поставить фрезы, которые мы положили рядом. Также можно вместо колес поставить грунтозацепы и использовать мотоблок как тяговую силу для работы с картофелесажателем, с картофелекопателем, с плугом, окучником и самым разным оборудованием. Двигатель мотоблока очень экономный, на практике он потребляет ощутимо меньше бензина, процентов где-то на 30, чем подобные дешевые аналоги. На мотоблоке стоит крепкая рама, она удобна для погрузки мотоблока в прицеп или в микроавтобус для перевозки. Также рама служит дополнительной защитой от различных повреждений. На мотоблоке стоят большие колеса 4х8 с мощными протекторами, то есть в принципе для работы на легком грунте этих колес будет достаточно вместо грунтозацепов. Также их можно использовать, если необходимо эксплуатировать мотоблок как тяговую силу, например, для прицепа. Такой мотоблок потянет прицеп на несколько сот килограмм. Здесь расположены приводные ремни. Мотоблок оснащен двумя скоростями вперед, первой и второй, нейтральной скоростью и передачей назад. То есть двух скоростей вполне достаточно для работы и для перемещения. Руль тут очень удобный, он регулируется по высоте. На руле расположено управление. Здесь идет рычаг оборотов, здесь идет кнопка включения и выключения двигателя, здесь идет ручка сцепления, она идет с предохранителем, то есть просто так вы ее нажмете, когда вы нажимаете предохранитель, снимаете, тогда нажимаете сцепление и мотоблок поехал. Сзади установлена сцепка. Сюда можно вот эту сцепку снимаем, ставим обычную сцепку и можно использовать для различного навесного оборудования. В комплекте идет сошник, то есть вы выставляете его с помощью ступицы очень быстро на глубину, которую вам необходимо обработать, и таким образом регулируете глубину обработки почвы, если работаете фрезами. На мотоблоке стоит мощный цепной редуктор, туда необходимо заливать редукторное масло. Вот на редукторе находится отверстие для залива масла, туда и выходит 1,1 литра. То есть, чтобы залить масло, вы ложите мотоблок на бок. Для сливы масла для замены здесь внизу редуктора есть специальный болт. На мотоблоке стоит хороший фильтр с масляной ванной, то есть вы наливаете немножко масла. Далее стоят два воздушных фильтра, то есть это обычные поролонки. Масляный фильтр хорош для мотоблоков, потому что будете работать, как правило, в пыльных условиях, и вся пыль будет задерживаться в этой масляной ванне. После этого масляную ванну просто это масло выливаете, чистите. Стартер ручной, работает хорошо. Когда заводите двигатель, сначала чуть-чуть потяните стартер до сопротивления, и после этого только вы дергаете стартер. Значит, здесь есть 4 действия, что надо сделать, чтобы запустить двигатель. То есть сначала открываем топливную заслонку, закрываем воздушную заслонку, чтобы в топливной смеси было больше бензина, меньше воздуха. После этого мы заводим мотоблок, двигатель несколько секунд проработал, и мы открываем воздушную заслонку, как показано в пункте 4, чтобы был постоянный доступ кислорода. По поводу мощности, иногда говорят, 5 лошадиных сил мало. Во-первых, достаточно для основных работ, если у вас там не какая-то целина супер твердая, то 5 лошадиных сил мотоблок этот справится. Он весит довольно много, в районе 93 килограмм, и на фрезах он вроется в любую почву. Фрезы имеют ширину 90 сантиметров, но можно их снять секция и уменьшить ширину обработки. Например, если у вас твердый грунт, если будет меньше фрез, будет больше давления на грунт, соответственно, мотоблок будет больше взрываться. Или же для обработки междурядий, либо каких-то узких мест, где нужна большая маневренность. Еще один аспект, идет 3 ножа на один сегмент. То есть часто у нас люди, которые покупают этот мотоблок, потом, когда получают, собирают, звонят, говорят: ой, что ж вы прислали, там фрез не хватает. На самом деле хватает, просто часто ставят на 4 ножа, здесь ставится на 3. Такая особенность этой модели. В принципе, хватает 3 ножей вполне для работы. С одной стороны, фрезы немножко заточены, то есть, чтобы лучше врезаться в грунт, с другой они идут обычно. Значит, здесь есть специальный щуп, входит сюда 0,6 литра масла, должно по эту отметку. Масло меняйте регулярно, особенно если работаете в пыльных условиях. Обкатывать мотоблок необходимости нет, просто заливаете масло, заливаете бензина и вперед можно работать. Единственное, что может быть лучше будет, если вы первые пару бачков не будете нагружать этот мотоблок на 100%, а использовать его для каких-то таких менее тяжелых задач.
Спасибо за просмотр. Купить данный мотоблок можете вот по вот этой ссылке на сайте. Подписывайтесь на наш канал, вопросы задавайте в комментариях. Счастливо!